Ингушские кадеты и юноармейцы вместе оттачивают строевой шаг. Если первые проходят по плацу синхронно и без ошибок, то вторые пока делают шаги неуверенно. Впрочем, это не помешало ребятам на всероссийской военно-спортивной игре «Победа» продемонстрировать свою строевую выучку, сообразительность, знание истории, скорость, меткость, командный дух и физические качества. 800 участников из разных уголков нашей страны, а также ребята из Армении и Белоруссии выявляли сильнейших в 6 конкурсных этапах. Ингушетию представляли 10 человек. В их числе был и Аслан Матиев. Молодой человек отмечает, конкуренты были хорошо подготовлены, но их команда ничем им уступать не собиралась. Перед тем, как поехать туда, в военно-спортивную игру «Победа», мы тренировались тут, в кадетском корпусе. Нельзя сказать, что было сложно. В основном вся игра была на сплоченности всей команды. В принципе, ничего нового не было, за исключением полосы препятствия, который проявил вся суть сплоченности команды. Я считаю, что мы представили свою республику достойно и на высшем уровне. С первых метров старта участники соревнований попали практически в настоящую боевую атмосферу, где на поле боя располагалась бронетанковая техника, а в небе летали военные вертолеты и самолеты, а в траншеях необходимо было выполнять спецзадания. Время дистанции строго ограничено. За час юноармейцы прошли 2 километра с 9 этапами. Подсказки от кураторов или коллег запрещены. Судьи подмечали каждый недочет и требовали военной точности и четкости в выполнении заданий. Но нашим ребятам к таким правилам не привыкать. Кадетский строевой бег, полоса препятствий, противогазы, قشتيب تيبر هماشق يأخذ أدا غاشلتها والله خل حمدار طن أحتضر طن وسبق تولش تسك أدا غبان. На данном слете принимало участие 79 команд из регионов страны, в том числе и наша команда, где у наших детей была уникальная возможность продемонстрировать свои умения, знания и навыки, которые они получили при обучении в стенах Горского кадетского корпуса. Стоит отметить, что подобного рода мероприятия носит довольно-таки значительный вклад в развитие подрастающего поколения и является своего рода долгосрочной инвестицией для будущего нашей страны, в том числе и нашей республики. Наши кадеты обучаются различным военно-прикладным дисциплинам, в том числе и по военно-тактической подготовке, по огневой подготовке, по инженерной подготовке и по многим другим видам. И, соответственно, где бы наша команда ни находилась и где бы мы ни представляли нашу республику, наши кадеты занимают в этих условиях довольно-таки достойное место. Участие в этой игре не единственное важное событие для юноармейцев за последний месяц. Куратора движения по СКФО Мадину Богатыреву наградили ведомственной медалью Министерства обороны памяти Героев Отечества за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализации важных общественных проектов историко-патриотической направленности, которая стала первой для нашей республики. Конечно, получить награду такой величины именно на Министерство обороны мне было очень приятно, тем более женщина с Кавказа, я пока единственный начальник штаба, мне было очень приятно. Но хотелось бы сказать, что это не моя награда, а награда всего нашего движения и моих товарищей, моих коллег, которые вот эти все 3 года помогали, работали с нашими детишками. Ну и, конечно, наши дети, которые показывали эти результаты, выезжали, выступали. Я бы хотела поблагодарить их за столь высокую оценку моей деятельности и деятельности моего коллектива. Как отмечает Мадина, движение юнармии в Ингушетии участвует на различных мероприятиях не только в Ингушетии, но и в целом по всей России. Эти ребята показывают хорошие результаты. На них стараются равняться и все остальные, которые желают вступить в ряды юнармии, быть в числе лучших и достойно представлять родную Ингушетию. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24.